Ведущий научно-исследовательский институт национальной обороны и безопасности Тайваня сообщил, что десятки тысяч молодых уйгуров, содержащихся в концентрационных лагерях, были отправлены на производственные предприятия Китая для трудовой эксплуатации. Согласно отчету института, руководство Коммунистической партии Китая намерено развивать торговлю и продолжать производство. Использование узников в качестве дешевой рабочей силы стал самым простым способом обеспечить рост экономики и производства, на которые больше всего повлияла эпидемия коронавируса. В рамках борьбы с эпидемией коронавируса, которая стремительно распространяется по всему миру, группа американских адвокатов подала иск против Китая, ставшего источником эпидемии. Адвокаты потребовали от Китая выплатить компенсацию в размере $20 триллионов. По сообщениям Крымского информационного агентства, группа юристов во главе с адвокатом Ларри Клайменом заявила, что китайское правительство должно взять на себя ответственность за распространение вируса и возместить ущерб, который коронавирус нанес Соединенным Штатам. Клаймен сделал следующее заявление. Китай разработал данный вирус как биологическое оружие для глобального геноцида. Однако, когда вирус вышел из-под контроля, Китай попытался скрыть это, чтобы избежать ответственности, так как согласно Международной конвенции, производство биологического оружия запрещено и является преступлением против человечества. Комментируя данный вопрос, глава информационного центра Восточного Туркестана Абдулджалил Каракаш подчеркнул, что наряду с Евросоюзом и Турцией все страны мира должны потребовать от Китая компенсацию. По какой причине мир отказывается предъявить китайским властям требования о возмещении ущерба? Я считаю, что страны должны объединиться для того, чтобы заставить правительство Китая выплатить не менее $10 триллионов, заявил Каракаш. Неделей ранее китайские СМИ сообщали, что в рамках нормализации после карантина, который продлился 2 месяца, в провинции Хубэй, ставшей очагом эпидемии, начались строительные работы и промышленное производство. Однако через несколько дней после того, как китайские власти объявили об окончании карантина, на мосту, соединяющем Хубэй с провинцией Цзянси, произошло жестокое столкновение. Согласно информации, размещенной в социальных сетях, после столкновения, произошедшего между жителями двух провинций, в район происшествия было направлено специальное подразделение полиции. Позже на месте столкновения собралось большое количество жителей провинции Хубэй, в результате чего начались беспорядки. Сотни людей прошли маршем по мосту через реку Цзюцзянь-Янцзы, неся плакаты и выступая против полиции Цзянси. Недовольные китайцы разгромили и опрокинули полицейские машины и спецтехнику. На видео отчетливо видно, как полицейские в штатском задерживают и надевают наручники на участников бунта. Причиной столкновений стало то, что народ не поверил заявлению властей о завершении карантина и отказался впускать в провинцию рабочих, прибывших из провинции Хубэй. Кроме этого, сообщается, что несмотря на недовольство родителей, правительство возобновило школьные уроки в Восточном Туркестане и других регионах. После телефонного переговора президента США и главы Китая было отмечено о важности координации двух стран для борьбы с эпидемией коронавируса. Сообщив о том, что США будет сотрудничать с Китаем, Трамп сделал следующее заявление. Китай пережил эпидемию и осознал опасность вируса. Министерство иностранных дел Китая также подтвердило информацию о том, что во время телефонного переговора лидеры договорились об укреплении двустороннего сотрудничества. Экс-премьер-министр Италии и глава оппозиционной партии Маттео Сальвини заявил, что Китай совершил преступление против человечества, пытаясь скрыть информацию об эпидемии коронавируса. Количество инфицированных в Италии достигло 80 589. Сальвини обвинил Китай в преступлении против человечества, заявив, что правительство Поднебесной сообщило об этом Всемирной организации здравоохранения только через 3 недели. Глава оппозиции отметил, что, оказывая помощь Италии, Китай пытается отвести от себя обвинения и критику.